Дорогие друзья, мы в гостях сегодня в семье известного человека в Якутии. Его знает каждая хозяйка, любит за простоту, за душевность, за высокий профессионализм. Он поднял национальную кухню республики на небывалую высоту. Но, как водится, за каждым великим мужчиной стоит женщина. Прабабушка, бабушка, мама, супруга Иннокентия Тарбахова, Антонина Тарбахова. И сегодня она героиня нашего проекта «Мама». Ну, я в детстве очень шустренькая была. Но родители, конечно, строго держали, так что я подчинялась очень хорошо. Очень послушная была. Нас в семье 7 было, мать с отцом. Обыкновенные работники. Была у меня бабушка. Я ее очень любила, но она рано ушла из жизни. Когда молодая была, в самодеятельности участвовала. Хоре пели, ансамбли пели. А Иннокентий у меня тоже танцевал. Иннокентий Иннокентьевич осиротел в 4 года. Когда не стало мамы, он жил в разных детских домах республики. Однажды в Вилюйском детском доме маленький Иннокентий стал свидетелем приготовления торта в честь какого-то праздника. Пожилая кухарка, ссыльная, которая когда-то служила в знатных домах в Санкт-Петербурге, растягивала помадку для лакомства. Это стало настоящим чудом для ребенка. С тех пор приготовление еды стало страстью Иннокентия. И уже потом судьба сама вела его вслед за мечтой стать профессиональным поваром. Когда из детдома детей выпускали, их всех в Иркутское железнодорожное училище отправляли. А тогда Иннокентий сам отказался от этой железнодорожной учебы и попросил, тогда был министр Шадрин, он ему вот сказал: я хочу быть поваром. Шадрин сразу звонил в Холбас, а там с Намского улуса председатель райпо сидел. Вот ему и вручили его. И таким образом он появился в Намский улус. Оттуда вот из ученика повара он начал работать туда, и вот до технолога, учился в техникуме кооперативном. В армии служил, и все равно в Намцы. Вернулся. Да. Наша героиня познакомилась с будущим именитым поваром в сельском доме культуры. В самодеятельности познакомились. Парень ходит, танцует, ладно, пусть танцует. Моя сестра газеты выпускали там местные, да? До 2 ночи она там работала. После репетиции я должна идти туда пешком одна. В конце деревни было. Я ему говорю: я должна сейчас за сестрой в типографию должна идти. Так говорю я. А он говорит: а может, я с тобой пойду? Мне этот напарник нужен, чтобы ночью в темноте-то идти. Там еще собаки по дороге, так что я боялась. С радостью я с ним так пошли мы оба. Он типографию посмотрел, ему интересно, там везде и всюду ходил, посмотрел, как оборудование такое, букву печатать. Вот там он интересовался, моя сестра там сидела. И вот, когда она работу кончила, мы втроем пошли домой. Он и домой пошел, и мы сами с сестрой домой. Вот так оттуда, по-моему, началась наша дружба. Долго ходили, пока так друг друга посмотрели, ходили, дружили. Но что интересно, люди с вечера своих девушек приглашают на свидание, а он у меня после 12 приходил. Потому что пока он работу закончит, пока столовая закроется, после чего только у него и свидание началось. Утром рано встает и идет на работу, вот поэтому мы очень коротко встречались. Там где-то часик и тем больше. Романтики не было.
Ну, у него работа такая. До сих пор вот так было. Так что мы такой романтики не знаем, но друг друга любили. До сих пор любите? Конечно. Но свадьбу сыграли по всем правилам. Все яства готовили под руководством самого виновника торжества. Антонине исполнилось 25, ему 27. В 1972 году, в этот год был 50 лет ЯССР, юбилейный год был. Он работал обыкновенным простым поваром. Я за повара вышла, простого человека. И живем до сих пор. На 200 человек было, тогда огромная свадьба была. Иннокентий сам технолог, сам у него в столовой было. И главное, сидит и встает и хочет идти туда, где там уже на кухню хочет управлять. Но я говорю, сиди, это не то. Будут управлять другие. Ты сиди, говорю. Гостей, конечно, хорошо накормили. И тогда еще, когда мы свадьбу сыграли, тогда эстрада 72 только с работать. Уже они закончили, приехали, концерты ставили. Вот они в Намцах были. Мы с мужем пошли в Дом культуры и всех пригласили за столом на свадьбу. Заболоцкий там пел «Свадьба». Даниловы приняли молодого зятя как сына. Мама Антонины, Макарина Ивановна, окутала Иннокентия настоящей материнской заботой, которой ему так не хватало в детстве. Мы когда поженились, да, моя мама с Иннокентием очень близкие друзья были. Очень близкие. Мама всегда его учила. Мама всегда говорила, мама всегда ему что-то полезное всегда она до него доносила, потому что Иннокентий, он многое не знал, и вот поэтому он больше получал от моей мамы. В первые годы семейной жизни молодые договорились, что у них непременно будет 3 детей. Так и случилось. Наш ребенок первый, дочка наша, в 1973 году она родилась. Долгожданная была, потому что Иннокентий, он хотел дочке имя матери дать Татьяной называть. Вот поэтому он все время девочку ждал. Ну, мужчины обычно мальчика ждут, а он девочку ждал. И девочка родилась. Конечно, это вообще ему очень большое счастье было, потому что он сирот. Нет матери, нет отца. Он единственный в семье был. Вот поэтому он женился, и он очень радостный был. Татьяне сейчас 51, она уже бабушка. Вот. У нее 3 детей, внучек 1, вот еще 2-го ждут. Это тоже хорошо. Пополнение ждем. Ну а 2-го ребенка, наверное, сына хотели? Нет, мы не ждали, просто у нас был ребенок, и все. Вот девочка родилась, Агаша. Тоже у нее 3 детей. В 1977 году сын родился. Вот это тогда была радость, конечно. Старший мой сын Семен, он пошел по стопам дедушки, это очень радует нас. Да, мы в любом случае во всех его начинаниях поддерживаем его, стараемся ему помочь. И очень рады, когда его какие-то успехи где-то прочитаем, увидим, безмерно этому рады. Вот. И у меня есть дочка, она сейчас студентка, здесь учится. И младший сын у меня школьник. Имею 2 внуков, прелестных, мальчика и девочку. Мальчик старший наш нынче пошел в 1 класс. Это было тоже очень волнительное такое событие для нас, для бабушек, дедушек, тем более для прабабушек и прадедушек. Что я считаю, что это счастье, что они видят, что их правнук уже пошел в школу. Для внуков Антонина Семеновна не просто заботливая, любящая бабушка, но прежде всего друг и главный советчик по любому вопросу. Внучика мы
Семена техникум связи же кончил. Ему это не понравилось. И деду говорит: дедушка, вот эта учеба мне не нравится, я хочу на повара. Вот и учился на повара, и сейчас работает. Продолжает, и притом в техникуме тоже преподает, как дедушка. Семен продолжил дело Иннокентия Тарбахова. К этому он пришел не сразу. Сначала мечтал о карьере связиста. С детства видел, какой у деда непростой труд, ведь профессия повара требует высокой организованности, самодисциплины, в то же время творческого полета. Свою репутацию Семен заработал сам, честным и упорным трудом. Этому его научили прежде всего дедушка и бабушка. Сейчас его имя известно не только в профессиональных кругах Якутии. Ну, моей бабушке меня, получается, всегда удивляла вот любовь ее большая именно к семье, к мужу. Особенно вот как хранительница очага большой семьи. Она была таким, как говорится, серым кардиналом, который семьей управляла. Все к ней прислушивались. Я с детства к ней прислушиваюсь, потому что она кое-где в моем жизненном пути была также мне наставником, потому что я выслушивал ее, делился своими какими-то моментами, очень меня даже поддерживала, выручала. После школы Антонина Семеновна начала работать в агитбригаде. Ей нравилась творческая атмосфера, постоянные поездки, знакомство с новыми людьми. Но рождение детей кардинальным образом изменило направление ее последующей трудовой деятельности. Мы с Иннокентием очень большие общественники. Мы на работу уходим, мы после работы занимаемся с общественностью. Вот поэтому в 12 ночи можем приходить домой. А дети наши, они самостоятельные были. В субботу-воскресенье, когда папа отдыхает, тогда мы лепили пирожки, лепили пельмени, котлеты, там все замораживали, чтобы дети занесли и сами себе готовили. Я в культуре сначала работала, заведовала агитбригадой. Весной посев, потом доярки пошли, к ним ездишь, концерты ставишь, там критикуешь, там газеты выпускаешь. А потом на сенокос идешь. Целое лето вот так. Потом осенью урожай собрать, а хозяйка дома нету дома. Потом Иннокентий мне сказал: вот так вот, если мы будем работать, то у нас семьи не создается. Так что эту работу оставляй. Вот я оставила этот культурный работник. Пошла учеником кассира, потом помощник бухгалтера была. После этого у меня уже дети пошли. Да еще мы с Иннокентием договорились, что мы будем 3 родить. Вот так вот мы 3 родили. С детьми сидела почти десяток лет. Потом я поступила учиться в училище педагогическое. Училище кончила с маленькими детьми. Ну, хорошо, что у меня вот сестры, мама, вот они помогали, дети, чтобы воспитывались. Вот так вот. Ну, друг другу помогали. Испокон веков благополучие якутской семьи полностью зависело от мужчины. Он добытчик, кормилец и глава рода. Такой порядок семейного уклада с молоком матери впитала в себя Антонина Семеновна. У нас мама, моя мама. Это и, оказывается, предков тоже идет. Она тогда говорила мне: мужчина от женщины на 3 кулака выше стоит, так что должны подчиняться. Когда готовишь, нас сначала хозяину давать. Когда с работы приходит, его надо встречать. Это у нас есть, и до сих пор вот девочки тоже мои такие. У старшей дочки зять говорит: Танюша, вот мама-то все время папу вот обхаживает. Ты тоже учись-ка, говорит. То есть а в вашей семье как? Ну, точно так же. Да. Так же, да? Да. То есть ответственный за семью все-таки мужчина, да, папа? Да, Да. он главный. Ну, это правильно. Его слово последнее он. Мы всегда его слово слушаем. Сначала разговариваем, советуемся. Ну, папа как скажет.
Папа как скажет. Так и будет. Быть поддержкой мужу во всем самых первых дней семейной жизни стало главным делом для Антонины Семеновны. Я заведовала детским учреждением, а он технологом столовой работал в Намском УВУСе. И тогда он начал по крупицам собрать национальные блюда. Тогда не было национальной кухни, не было совсем. Встретился он с старыми, стариками, бабушками, дедушками, спрашивал, как они там раньше готовили еду, как хранили эти еду, как они запас делали. Вот это все он расспрашивал. Потом технологически он сделал записи, потом уже на общую доступность. Якутская национальная кухня все в Намском районе было. Сейчас вся Якутия гордится, потому что у них есть национальная кухня. Здоровое питание, полезное, испокон веков, от предков все это шло. Первые его рецепты появились, и там у нас Терентий Халыев был журналист. Статинского УВУСа в Намсах работал. Попросила его, чтобы рубрику открывать для молодых хозяек. Местной, да. Оттуда и начинается вся эта архивная работа. У меня все это в архиве находится. Собрала я все это, сделала. А все началось с труда Серошевского «Якуты». Эту книгу наша героиня одалживала вечерами в сельском музее. Иннокентий Иннокентьевич читал ее после работы. Глубокой ночью выписывал информацию, касаемую еды. Заметки о традиционных блюдах очень заинтересовали молодого повара. Позже, где бы ни был Иннокентий Иннокентьевич, а объездил он всю республику, отовсюду привозил интересные рецепты приготовления блюд именно той местности. За десятки лет собрался огромный материал. Часть архива легла в основу нескольких книг о национальной кухне народов Якутии. Дела архивов вести – это тоже большая работа, потому что все это собрать, все это скомпоновать, узнать, какие эти были даты, хотя надо именно проштудировать, можно сказать, полвека работы и найти старые фотографии, узнать, кто это был, какой это был вечер, например, мероприятие. В современном интернете это, конечно, не найдешь. Все надо именно физически все искать. Когда на свет появилась первая долгожданная дочка, счастливые папа и Макарина Ивановна приготовили для молодой мамы специальную кашу «Саламат». Как дочка родилась, он с моей мамой утром встали, и когда у нас еще корова была, вот когда на ночь молоко стоит, поднимается жир, вот этот вот они оттуда сняли и саламат сделали. И ладушки. Вот это самое первое, но у саламата 7 видов. Из них стоячего молока, вот когда жир поднимается, вот это специально для рожениц делается саламат. Отдельно так делается, оказывается, испокон веков, это от предков идет так. Нежный такой. Ну, когда роженица, она после родов, у нее силы нету, вот силу дает этот саламат, вот поэтому обязательно сделают такой саламат. Антонина Семеновна, еще будучи невестой, понимала, что роль хозяйки у нее будет непростой. Как поженились, так он утром рано уходит, где-то 5 часов, иногда до 4 часов уходит на работу. А вечером он поздно приходит, но там в Намцах тоже были приемы всякие. Вот. Поэтому он приходил поздно. А вся Якутия меня считает, что я в постели кофе пью. У меня такого никогда не было. У него такая работа, он народ кормит, для народа делает. Вот поэтому вся работа его постоянно вот такая. Да, правда, у нас в больших только праздниках он дома бывал, а так постоянно его нету. Ну, папа у нас готовил по большим праздникам, когда собирались гости, какие-то круглые даты членов семьи или какие-то
праздники, да, тогда, да, он вставал у руля, и мы вокруг все бегали только так. Папа очень требовательный человек, наверное, и на работе такой же он, и по отношению, вот, если это касается приготовления блюд, даже в кругу семьи, он очень требовательный и показывал, как это надо сделать, на что обращать внимание. И один раз покажет, расскажет, а в следующий раз уже требует. Смотрели, как он делает, и мы, и все вот так вот. А в большинстве случаев, конечно, у папы работа такая, что он с раннего утра до позднего вечера на работе. Его работа – это праздники, это выходные дни. Очень много командировок стало. И в основном мама всегда практически рядом с нами. И очень любим мамин суп, очень любим мамино жаркое. Вот. И ее фаршированные блинчики, пирожки сандалы. Это вот именно рецепт папы. Да, да, он у нас идет с детства. И вот сейчас, когда у нас своя семья, дети, внуки, и никакой праздник не проходит без этих пирожков. Со всеми домашними делами Антонина Семеновна справляется виртуозно. При этом готовит не хуже знаменитого супруга. Каша, перловые, пшенные, манка. Ну, этот геркулес, да, вот это тоже. Ну, все подряд для каши крупы все пользуемся. Обязательно так. Ну, утром кто хочет, может, бутерброд хочет, вот тогда, если хотят, тоже делаем. А обед из чего состоит? Вот Обед обязательно суп. Любое новое повышение в должности Иннокентия Иннокентьевича никоим образом не меняло заведенный порядок в доме. И даже как выглядит супруг на своем рабочем месте, Антонина Семеновна никогда не упускает из виду. На неделю 7-8 халатов я стирала, выглаживала все. Один халат обязательно накрахмалила, отутюжила, и вешали мы, ну, шкаф, где он работает. Когда он на работу уходит, он все выглаженный. Он никогда свои вещи не находит, я ему даю, потому что до носков, до обуви. Пальто зимнее одевает, шапку одевает, надо шарфик одевать. Потом портфель надо дать ему. Вот после этого он до свидания идет. А если на даче, то утром я его сопровождаю до машины, и нарочно я белый платок беру. И это тоже. И когда они уезжают, я фотку махаю. Каждое утро я его отправляла все время. Хочет, конечно, они. Да, шутка моя была. Это каждый день. Даже мои девчонки, вот одноклассница тоже. Правда, что ли, каждый день так вернут? Каждый день, говорю. Это надо так держать, и без этого он никак. Он же все-таки среди народа работает. Вот столько приемов идет. Вот поэтому вышестоящие приемы тоже так же идут. Вот поэтому он должен безупречно аккуратным должен быть. Вот в Намцах, когда мы все школьники, дети, поужинали, посуду убрали, все лежим, папа лежит, читает перед сном газету, а потом говорит, мама, Тоня, подготовь, я завтра утром рано вылетаю. И все. И начинает мама бегать. И вместе с мамой мы начинаем готовить его сумку, чемодан к отъезду. Ставил перед фактом вот быстро и сейчас. Тогда мама всегда рядом с папой. Ходит рядом незаметно, но делает это свое великое дело. Папа был очень уверен, что вот и знал уже, как все это мама делает, и если кто-то другой это сделал, ему это уже не нравилось, потому что мама должна это все сделать. Сама. Да, сама. И все она гладила, и все она упаковывала так, чтобы
раз, папа достал, одел и пошел. Мой муж работает вахтовым методом. И вот когда он уезжает, это вот я и вся моя семья начинаем его тоже собирать. Вплоть до заготовок, заморозок, консервов и так далее. Так что вот и тоже привык, любит это делать. И моя сестра такая же по отношению к нашему зятю. В советское время якутский общепит имел те же черты, как в любом другом городе страны. И только в Намцах, в обычной столовой, уже несколько десятков лет подавали гостям якутские национальные блюда, приготовленные по технологии Иннокентия Тарбахова. Все готовили на кухне под его чутким руководством. Гости из Москвы, из российских регионов, из-за рубежа были в восторге, попробовав якутскую национальную кухню. С Намского улуса, например, Иннокентия Иннокентьевича пригласил Михаил Ефимович, например, сюда. Ресторан открыли Тегандархан. Вот там и он главным технологами работал. Это самое то, что вот, ну, столица должна быть национальная кухня. Вот поэтому Михаил Ефимович это понимал и все. Помогал. Да, этот страх был, потому что вот в деревне живешь, и оттуда уезжать не хочется. Там вот жизнь, уклад такой идет нормально, и не хочется оттуда выезжать, да? Но отъезд с Намского улуса в город уже постепенно было. Было такое, намеки были. 30-летней трудовой деятельность он банкет сделал в Доме культуры. Большой прием был. Отсюда правительство, Владимир Дмитриевич приезжал и прямо приглашение на сцене сделал. Ну, конечно, Иннокентию так, чуть немножко слезы были, что он от Намцев уезжает. Сюда приехали, и начал он 2 года работал в Колбасе, там тоже технологом, да. В 93-м году в этом доме мы переехали жить, да. Но они с дочкой, они сами жили тут. До пенсии я там работала. Как пенсию вышла, я сразу переехала сюда. И девочки мои с детьми были, вот они на работу поступили, я с этими малышами сидела тут. Любимая бабушка я. Внуки некоторые студенты, школьники. Вот правнуки пошли уже в детсад. Один правнук уже в школу пошел. Так что жизнь идет. У сестры моей 3 девочек. Сейчас на подходе ждут 2-го внука или внучки. Все с нетерпением ждем. Сестра моя работает тоже в должности начальника. Зять у нас работает заместителем директора. Тоже очень оба занятые, но находят время для семьи, для детей, для внуков. Любят очень дачу. Всех нас собирают, угощают. Ну, вот встречи, посиделки домашние, семейные. А мой брат младший, Константин, он работает в Ленске. Женат, имеет тоже 2 прекрасных дочерей. Когда они приезжают, мы стараемся все собраться с детьми, с внуками, чтобы правнуки все были здесь. У нас традиция каждый Новый год. Всех собираем сюда, до правнуков, помещаемся подарками, да, обязательно. Это каждый год. Дети и внуки в этой семье всегда уверены, что родители непременно поддержат все их начинания, помогут в любой трудной ситуации. Все радостные моменты, конечно, они делят с бабушкой и дедушкой. Я восхищаюсь мамой. Ее терпеливостью, никогда скоропалительных каких-то этих не делает. Все терпеливо выслушать, спокойно все это решить, принять решение не быстро, все взвесив. И нравится то, что мама и папа с детства всегда, наверное, говорили, чтобы никогда не осуждать, никогда негативно никого, против кого-то или что-то делать и говорить. Потому что
ты не знаешь этого человека, в каком он сейчас состоянии, и что вот этого человека привело к этому состоянию, да? И да, и никогда сплетни не слушать и самим не заниматься такими вещами. Все время говорить о хорошем, находить в людях хорошее. И я тоже вот передаю, как могу, своим детям дальше это, чтобы они так и делали. На примере мы живем, потому что от родителей зависит, как они сами себя ведут. Дети также тоже ведут. И главное, чтобы обычаи держим обязательно, наши якутские обычаи. К этому я приучаю их. В семье вот девочки сами, они тоже хорошо этим придерживаются. Но такое, что нотации читать у меня нету. Когда они совсем маленькие были, да, мы, конечно, им рассказывали. Отец с работы приходит, ужинаем, и все, они лежат. Отец им сказку рассказывает с фантазиями, да, и дети там лежат и там же засыпают. Когда вот они этим делом занимаются, то я кухней занимаюсь. Домашние до сна дела делаешь. Ребенок, если не спит, то я его уже убаюкаю, песню пою. Мама у меня очень хорошо поет. Поет она с молодости, даже с детства. Сейчас она до сих пор стоит в ансамбле дома Арчи Далбар. И вот с этим ансамблем они тоже очень много проездили, они лауреаты, они занимали призовые места, представляли нашу республику несколько раз за рубежом. Очень красиво поют. И все праздники не обходятся без пения нашей мамы. Ну, в республике какие мероприятия проходят, там мы везде бываем. И вот когда папа в командировке, мама с папой в Японии были. И мама там удостоилась чести спеть на сцене, там Кува. В Токио очень большой концертный зал был, оказывается, очень хорошо оборудован. Дорогого какого-то дерева сделанные стены, поэтому акустика у них очень хорошая, очень хорошая. Даже микрофон не нужен. Пели наши вот солисты. У Ямамото был большой хор. В Москве еще два певца, которые тоже заслуженные были. Они первый час, вторую часть пели. А Ямамото рассказывал про Якутию, что Якутии есть каждодневное музыкальное обучение, школа высшей музыки, да? Это было экспромтом. Попросил меня петь. А я без музыки, без ничего начала петь, акапельно. А потом фурор пошел. Автографов столько много дала, конечно, сфотографировались со мной. Но там заслуженные солисты московские и якутские. Они цветы не получали, а я получала. Да, было так немножечко было такое звездное настроение было. В жизни вот так вот есть было. А Иннокентий Иннокентьевич завидовал. Прабабушка, бабушка, мама, супруга – все эти роли Антонина Семеновна исполняет безупречно вот уже более полувека. Она – настоящая хранительница очага дома Тарбаховых, где идут в ногу со временем, но при этом чтят обычаи предков, бережно передавая их детям. Для своей же семьи живу, и должно у меня все благополучно быть, дети. Ну, дети, вот они учатся, и работают, это, естественно, у каждой семьи есть. Ну, домашние проблемы бывают, но это надо как-то гладить надо, все в порядок привести надо. А хочу, чтобы обычно якутская женщина должна есть, но они все такие домашние, такие для своей семьи живут, конечно, да. Ну, большинству надо прислушаться своих,
а потом надо решение принимать. Но без крика, без этого, спокойным тоном разговаривать надо. Мое вот мнение такое. Я так, тут не кричим, ничего не делаем. Просто вот так вот, как мы сидим сейчас, да, так и разговариваем, так и решаем, так и дела ведем. Также вот хочу, чтобы вся наша Якутия такой жизнью жила. У моего мужа мать Татьяна ее зовут. Это в Татинском улусе Игнатий Слепцов вот такую песню создал. Когда эту песню я медленно пою, тогда мои дети спят. Но сейчас вот попробую петь. Давно не пела, конечно, но... Нарын, нарын, кере, кере, эдерик таптабытым, истиң, истиң, кини атын, исперкистен, ылабытым, Татьяна, Татьяна, тапталлағым, Татьянам, қолко сүміт бағыната, қотол жуян, оғал жияр, қарыстырды тапталлағым атын атыр. Татьяна, Татьяна, тапталлағым